И им можно очень серьезно навредить, наказать, Бить можно. убить, Оживить. отбить желание. Да? И в моей жизни очень много таких ситуаций было. Потому что я в Сайсаре родился, в якутский садик ходил единственный. Да? Выступал на НВК Саха-песни, по-якутски пел, стихи читал. И меня дедушка в русский класс отдал. Пусть научится парень. По-якутски знает, пусть научится. Вот. Потом, значит, я поступил на матфак, полностью сахоязычный. Матфак сахоязычный, да. Одни девчонки. Все говорили по-якутски. И когда я начинал говорить, прямо падали со стула. Это гибко, да. Со смехом. Да. И, значит, падали и прямо смеялись и показывали на меня вот так пальцем. И прямо вот так. Меня очень задевало. Да? Все мои друзья, очень известные люди, сахоязычные. Да? Многие знают. Начиная Беккевитрёп. Да, начиная там с Беккевитрёва, начиная с Руслана Байшева. Речь не про них, но среди друзей такое было. Эти же разговоры были давно уже, в 90-е годы. В студенческой среде мы говорили про это. Да? И говорили, в будущем мы всех, кто не знает по-якутски, будем расстреливать. Ничего себе. Это серьезно так говорили? Да? А друзья же мои, а с Андреем что делать будем? А с Андреем в концлагере. Юмор такой был. Да? И вот, в такой среде я как бы жил, развивался. Вот такое отношение у меня к якутскому языку было. Да? Но время шло, я познакомился в то же время с Петровым, создали первую якутскую звукозапись, студию звукозаписи. Потом я познакомился со своей женой, с Чуравчинской. Поехал в Чуравчу. Мы идем в кинотеатр, там в зале сидят двое русских, жена встает и говорит, нифига себе, в Чуравче русские в кинотеатр стали ходить. Типа негров Да. слова не давали. Так и было. Так и было. Я думаю, что и сейчас такое же. Не, сейчас нет. У нас даже возло негры. И вот, вот это вот, да, язык, оружие, это мы вот сейчас, для тех, кто хотим, чтобы кто-то изучал язык, кто-то мы должны это понимать. И вот Аполлинария сказала правильно, что никогда нельзя над кем ни смеяться, ни издеваться, ни словом, ни взглядом, ничем. Если мы хотим, чтобы люди разговаривали, нам важно понять, мы хотим, чтобы люди говорили и их понимали, либо они говорили чисто по-якутски. Да? Говорили и понимали. Естественно, Нет, это важно. говорили и понимали, да. Конечно. Речь идет о сохранности языка. То есть не речь идет о чистоте, чтобы как-то Вот у меня тоже ситуация такая. Есть у меня друзья здесь из Якутска, они евреи. Да? Один, значит, говорит с кембриджским этим выговором по-английски, а другой кое-как. Оба они уехали в Израиль. В Израиль приехали, тот, который с кембриджским говорит, его никто не понимает. Потому что у всех выученный английский. А тот, который говорит плохо, его понимают все. Потому что все такие же. Да? И поэтому этот язык быстро идет. Да? А мы стараемся, чтобы каждый выговорил все правильно. И мы издеваемся над тем, кто говорит неправильно. И причем язык, якутский язык, он такой издевательский. У него такие обороты есть, что вот лучше хлыстом получить, чем услышать такое. Это есть. Да? Я такое очень много раз получал. И до сих пор, может быть, иногда получаю. Но я к тому, что все равно я как бы в своей жизни научился, говорю, понимаю, песни понимаю,
как бы все хорошо, да. И я рад, что вот сейчас появилось такое вот направление, которое Коля развивает, который переводит современные слова на якутский язык, Фонетизирует. фонетизирует. Ну, то, что делал раньше Алтан Сарым, то, что ввел, да. Сейчас современные слова, которые вот сейчас появляются, да. Очень вообще, это просто заходит. Очень, вообще очень хорошо. нужно. Ты про этого Коля? Да, и вот про Колю. Николая А Николаевича. про какого-то Коля? Потому что, да, когда есть такие слова, они входят вообще просто вот в жизнь. Просто... Некоторые. Ну, Нет, просто вот очень много слов новых, которые вошло легко. И сейчас вот, которые вот Николай Николаевич вводит, они в интернете. Вот они очень хорошие, очень прямо. И в языке ложатся, и понятные, и вот такие вот надо думать. Вот такое надо вводить. Да. И вот мне кажется, что должно быть, вот Максим говорил, да, что люди, все равно люди пишут, очень многие пишут, по-якутски, стихи, песни, рассказы, да, но им надо платить. Плата не обязательно деньгами, да, популярностью, где-то размещением, продвижением, вот этим вот надо. ну это рыночек решает. А? Рыночек решает. Нет, это все управляемо. Это все управляемо. И вот такое собрание, как наше, это может решать. Мы даже можем придумать, узнать, каких-то спонсоров найти, которые за это будут платить реальные деньги. Да. Которые будут, вот люди есть, которые, допустим, придумывают детские песни, короткие, очень короткие. Есть такая Светлана Константиновна, она пишет песни там, для 2-3-летних. Очень короткие, очень Какая маленькие. прелесть. Где ее найти? А? Детский сад. Где её Она найти? работает в садике. А телефон есть? А? У меня Телефон есть. есть, да. У меня есть. Она уже там 100 лет, у нее, наверное, целый сборник есть. Мы ее в свое время тоже выпускали. Да? Есть люди, которые пишут короткие четверостишие. Есть люди, которые пишут короткие рассказы. Вот это вот все надо, чтобы шло на публикации. И, допустим, придумать монетизацию какую-то, чтобы люди, наоборот, хотели еще дальше писать. Потому что человек, который пишет, он вот сегодня написал, и его никто не лайкнул, и он пишет. Он плачет. Да, Он да. плачет. Можно такой, можно, да. Он поплыл. Очередь, Личка, тут Еще, вот да? 3 человека. У меня просто решение есть. Да, да. А, Андрюш, ты сказал, да? Да? Спасибо Я дополню. большое.